900 тысяч квадратных метров и 60 миллиардов рублей. В Якутии стартует второй этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В Алданском районе продолжается отстрел волков. Какие еще способы добычи хищников используют в Алданском районе? Новшество для девятиклассников. Что станет допуском для прохождения государственной итоговой аттестации? В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Свыше 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья нужно расселить в Якутии. Это жилфонд, не успевший попасть в федеральную программу по переселению до 1 января 2012 года. Сейчас главная задача республики – провести второй этап программы по указу президента страны Владимира Путина, причем более оперативно и качественно. А в него попадают те дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. На второй этап из федерального бюджета выделили более 60 миллиардов рублей. Согласно указу президента Владимира Путина, оценку эффективности будут проводить ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов. Второй этап программы качественно изменен. У людей появилась возможность самим приобретать жилье, не дожидаясь застройщика. А в том числе свои нововведения по реализации проекта вносит и руководство региона. Программа очень разноплановая, потому что сейчас уже разрешено людям предоставлять не только новые квартиры, но могут квартиры приобретаться по желанию самих жителей на вторичном рынке для того, чтобы процессы переселения убыстрить. Или могут собственники квартир уже получать деньгами, а не ждать, пока будут построены квартиры для них или куплены. И для того, чтобы работа эта была четкая, эффективная, мною было принято решение о создании специализированного государственного казенного учреждения «Дирекция по жилищному строительству Республики Саха-Якутия», которая как раз централизует эти процессы. То есть на уровне муниципалитета будет вести в первую очередь работа непосредственно с жильцами аварийных домов по спискам, по их уточнению, по подготовке первичных документов, непосредственно же уже само проведение конкурсных процедур, контроль за строительством, контроль за заселением, контроль за соблюдением законодательства при предоставлении жилья уже будет осуществляться данной дирекцией. Я уверен, что вот такое решение о централизации исполнения данной программы на уровне региональном, оно правильное, оно поддерживается в том числе и фондом по реформированию ЖКХ Российской Федерации, и оно принесет нам всем положительные результаты. Ну и в первую очередь, конечно же, это почувствуют на себе жители, которым предстоит из аварийных домов переехать уже в новые современные квартиры. Семьям, имеющих 7 и более детей, в том числе приемных, предлагают предоставлять жилищные субсидии. Это касается граждан, проживающих в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления 7-го ребенка. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о единовременной субсидии на приобретение, строительство жилья или улучшение жилищных условий. Согласно проекту, размер предоставляемого помещения определяется нормой, которая в большинстве регионов равна 18 квадратных метров на человека. По мнению автора, принятие законопроекта поспособствует улучшению демографической структуры российского общества, социально-экономического состояния государства и развитию сельской местности. Жильем в Якутии планируют обеспечить более 600 детей-сирот. На это в государственном бюджете республики предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Бычков во время отчета правительства перед населением города Томмота Алданского района. По словам Бычкова, для детей-сирот будут приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. Добавлю, что в 2018 году в Якутии свое жилье получили более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты управления Госстройнадзора провели проверку уровня подземных вод на строящихся объектах 2003-го микрорайона в Якутске. Подобные замеры должны проводиться на каждой стройке, а после сдачи объекта и в период эксплуатации собственники и управляющие компании должны уже самостоятельно проводить эту процедуру. Нынешняя проверка показала отсутствие нарушений. Результаты подтверждают безопасность фундамента домов. В период эксплуатации, согласно Жилищного кодекса, статьи 30 части 3 должны бремя ответственности за содержание жилого помещения и общедомового имущества лежит на жильцах. То есть они должны либо сами как-то скооперироваться, сделать ТСЖ,
либо нанять управляющую компанию, которая будет производить данные работы. Порядка 80 голов волков добыли в Алданском районе в прошлом году. Борьбу со зверем ведут наземным способом. Ожидается, что в этом году эффективность охоты возрастет. Уже используемые методы планируют дополнить отравой для животных. Подробности у наших корреспондентов. Эти кадры сделаны на мобильный телефон охотниками. Люди преследуют волка. Серые хищники являют главную угрозу оленеводческим стадам. Численность волков регулировать удается, однако эффективность в борьбе со зверем ограничена. Республика тем, может, помогает, но хотелось бы еще. Но знаем, что понимаем, это все затратно сейчас. Но без помощи со стороны мы своими силами, оленеводы, не справятся с такой проблемой. По данным на 1 января на территории района обитают порядка 2,5 сотен волков. Ежегодно хищники уничтожают свыше 1000 оленей. Так, в прошлом году эта цифра составила 1180 копытных. Численность поголовья волков возрастает, и это обстоятельство особенно беспокоит оленеводов. За прошлый год в Алданском районе охотниками, оленеводами добыто 74 особи волка. Это из учитываемых нашими тоже оленеводами и охотниками 250 особей, которые обитают в Алданском районе. Так, в этом году с начала года добыто около 20 голов. Сезон охоты на серых хищников открыт круглый год. Борьбу с ними ведут как охотники, так и оленеводческие бригады. За каждого добытого волка полагается вознаграждение из республиканского и районного бюджетов. Способы добычи волка наземные. Преимущественно это отстрел, расстановка капканов и петель. В дополнение к используемым методам в Алданском районе с начала года применяется отрава. В этом году мы начали применение нового препарата ремифон. Но пока результатов нет. Но я думаю, результаты скоро будут. Препарат, действующий на дыхательную систему, был закуплен в декабре прошлого года. Оценивать его эффективность пока рано. На территориях лесных массивов отрава была разложена в январе 2019-го. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Государственная итоговая аттестация в 2019 году будет сдаваться по новой схеме. У девятиклассников главное нововведение – это итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к прохождению аттестации. Экзамен включает 4 задания. Первое – это чтение вслух, второе – пересказ, третье – монологическое высказывание и последнее задание – участие в диалоге. В Ленском районе процедуру допуска должны пройти 464 ученика. Проводиться собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться как зачет или незачет. Также предусмотрены дополнительные сроки проведения 13 марта и 6 мая. Сам вот этот КИМ, контрольно-измерительный материал, мы его получим только в 8 утра, непосредственно 13 февраля, за час до проведения процедуры итогового собеседования. В течение 2018 года у нас было 2 апробации, были тренировочные мероприятия. В общем-то, все вот нынешние выпускники, они эту процедуру итогового собеседования опробовали 9 ноября. То есть они уже ее прошли. Кроме того, учителя русского языка в школе тоже готовят. Для того, чтобы получить зачет, надо набрать 10 баллов. Максимально можно набрать 19. В России планируется провести реконструкцию и переоснащение домов культуры, а также запустить большую программу по развитию материально-технической базы детских театров. Об этом заявила заместитель председателя правительства страны Ольга Голодец. Она добавила, что планируется ежегодно поддерживать не менее 500 домов культуры. Кроме того, будет проводиться реконструкция и переоснащение домов культуры, укрепляться их материально-техническая база. Это необходимо для того, чтобы они могли обеспечить сельским жителям доступ к нашим лучшим произведениям театрального и музыкального искусства, пояснила вице-премьер. Режиссер Степан Бурнашов начал съемки очередного остросюжетного фильма на якутском языке. Фильм расскажет о жизни дальнобойщиков. В новом якутском триллере задействуют артистов театров. Они уже пробуют роли, учат сценарий, активно готовятся к предстоящим съемкам, которые начнутся уже в этом месяце. Они пройдут в Кобяйском, Хангаласском и других районах республики. А по плану фильм покажут в кинотеатрах в 2020 году. Продюсеры надеются, что относительно новый жанр для якутского кинематографа не оставит равнодушным ни одного якутского зрителя. На мой взгляд, дальнобойщик – это один из тех людей, который связывает
Терод, да, скажем, и вот отдаленное северное село. И вот поэтому я вот выбрал историю именно дальнобойщика, который будет показывать именно жизнь северного села в наше время, их проблемы. Якутян приглашают принять участие во всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2019». Мероприятие проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Мероприятие проводится в 5 этапов. Первый отборочный начался в прошлом году и завершится 10 мая в этом году. Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Герои Великой Победы РФ». На этом у меня пока все новости. Оставайтесь на Якутия 24.